Ну, тем временем в Нерюнгри обсудили установку необходимого расстояния от алкомаркетов до медицинских учреждений, детских садов и школ. Эту тему затронули на недавнем заседании Совета предпринимателей при главе города Леониде Олейнике. Все подробности у Игоря Акимова. В прошлом году городские власти установили расстояние от алкомаркетов до медицинских организаций, детских садов, школ, образовательных учреждений и рынков, но с большим нарушением. Поэтому многие предприниматели обратились в прокуратуру, в связи с чем надзорный орган выписал протест и установил сроки для устранения ошибок. В связи с чем по результатам проверки на незаконный правовой акт принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. В этом году, согласно предписанию прокуратуры и постановлению правительства, расстояние от алкомаркетов до медицинских организаций, детских садов, школ, образовательных учреждений и рынков решили установить совместно с Координационным советом. Мэр города Леонид Олейник, понимая, что данный вопрос касается большинства предпринимателей, проявил инициативу по рассмотрению вопроса со всех сторон. Он выслушал все стороны, и только после этого было принято решение по установлению расстояния. Было всесторонне рассмотрено всеми участниками нашего координационного совещания, представителями общественных организаций. И все единогласно пришли к мнению, что будет одно расстояние, чтобы не было никакого коррупционного фактора, коррупционной составляющей, что кому-то 75, а кому-то 52,5. Мы приняли решение сделать минимальное расстояние. На сегодняшний день законодательные власти субъектов России и нашего региона в частности ввели множество поправок, которые регулируют продажу алкогольной продукции. Уже в республике запрещена продажа энергетиков, а с 1 августа продавать алкоголь смогут только те предприниматели, у которых торговые объекты не расположены в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, а также во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов. Много говорилось там, да, что надо культуру питья, обучать, там, да, воспитывать поколение. Но изучив эту проблему, да, я просто пришел к выводу, что полумер не бывает. Надо делать принципиально, тяжело, но конкретно. Я считаю, что мы приняли достаточно очень хорошие законы, поддержали глав поселения, поддержали такую законодательную инициативу. Ожидается, что принятие данных законов будет способствовать снижению объемов потребления населением алкогольной продукции, улучшению демографической ситуации и увеличению продолжительности жизни населения. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК «Саха», Нерюнгри.